В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы в этом выпуске. Якутия с 8 ноября вернется к обычному рабочему графику. Все крупнейшие мосты федеральных дорог в республике планируют построить к 2030 году. Якутянка, живущая в Африке, создает керамические чароны. Несколько ее работ представили на выставке в Якутском музее имени Ярославского. В Якутии с 8 ноября режим нерабочих дней отменен. Соответствующий указ накануне подписал глава региона Айсен Николаев. В ходе прямого эфира в соцсетях он отметил, что объявление выходных дней, введение дополнительных ограничительных мер, допуск в учреждения культуры и общепита по QR-кодам дали положительный результат. За последние дни снизились темпы заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сейчас важно закрепить достигнутый положительный эффект, поэтому с 8 ноября вводится система допуска по QR-кодам в общественные места. Открываются все предприятия, в том числе объекты торговли, спортивные залы, организации и сферы услуг. Северо-Восточный федеральный университет продолжит обучение студентов в дистанционном формате и после завершения нерабочих дней. Решение было принято по согласованию с Министерством науки и высшего образования страны. Отмечу, что с понедельника все школы, детсады и учреждения дополнительного образования начнут работу в очном режиме. При этом главы районов с учетом эпидситуации могут принимать решения о введении дистанционного обучения или других мер. В целом, темпы роста коронавируса в республике на текущей неделе снизились до 2,5–3%. Об этом сообщил Айсен Николаев в прямом эфире телеканала «Россия-24», рассказывая о том, как республика борется с COVID-19. Еще 3 недели назад рост составлял в среднем 10–20% за неделю. На прошедшей неделе он составлял 4,5%. Кроме того, глава Якутии сообщил, что дополнительно поручил региональному министерству здравоохранения увеличить темпы вакцинации, привлечь волонтеров для помощи врачам на пунктах при заполнении документов. Айсен Николаев также отметил, что с поставками вакцины в регионе все нормально. В достаточном количестве имеется «Спутник Ви». В связи с высоким темпом ревакцинации в нескольких больницах Якутска закончился «Спутник Лайт», хотя в республике он имеется с запасом. Разрешили работу 8 числа, мы переходим уже в режим работы всех учреждений, конечно же, при этом соблюдением всех ограничительных мероприятий, в том числе и вводим QR-коды в те учреждения, которых раньше у нас их не было. А расскажите, пожалуйста, как дела с вакцинацией? В Якутии вот за последние 2 недели в целом, как и в стране, темпы вакцинации выросли где-то в 2–3 раза. У нас первым компонентом уже привито почти более 57% взрослого населения, а полностью вакцинировано 52% населения взрослого. Есть районы, которые уже выполнили норму, вот 80%, где уже полностью провакцинировано взрослого населения. Что касается стимулирующих мер, то они у нас не только на республиканском уровне были, у нас и органы самоуправления сами вводят, работодатели вводят, некоторые учреждения, скажем так, социальная ответственность которых высокая бизнеса, они тоже вводят такие разные лотереи, разные поощрительные меры, скидки дают для вакцинированных. В Тампонском районе продолжают вакцинацию против коронавируса. В нерабочие дни в центральную поликлинику за прививкой и ревакцинацией обратилось свыше 80 человек. Продолжит тему Мария Винокурова. Эпидемиологическая ситуация в Тампонском районе остается напряженной. На сегодня в ковидном отделении находится 20 больных, 5 в провизорном. Большинство людей старше 60 лет. Из них в реанимации 5 человек. Амбулаторно проходит лечение 93 заболевших, детей 19. На ревакцинацию подошли 51 человек с спутником Лайтом. Первичные были 33 человека, гам-ковид-вак. В основном на вакцинацию приходят люди из разных организаций, ЖКХ, медицинские работники, работники образовательных учреждений и пенсионеры. Спутник Ви, Спутник Лайт. Вакцины в Тампонской поликлинике хватает всем желающим. В очереди и те, кто сейчас решил прививаться, и уже на ревакцинацию.
нам, медицинским работникам, обязательно нужно прививаться, потому что мы находимся с контактными больными. Поэтому я сегодня получила ревакцинацию. Как отмечают медики, в нерабочие дни показатели вакцинации повысились. Люди не сидят просто дома, а торопятся провести его с пользой. В частности, для прохождения вакцинации и ревакцинации. Мария Винокурова, Хандыга, Тамбовский район. В Якутии к 2030 году должны быть построены все крупнейшие мосты федеральных дорог. Об этом также в ходе прямого эфира в соцсетях сообщил глава республики Айсен Николаев. Он отметил, что по строительству Ленского моста есть понимание сроков и финансирования. На данный момент разворачиваются подготовительные работы. Он также добавил, что для полноценного функционирования федеральных дорог республики в первую очередь автодорог Колыма и Вилюй должны построить ряд мостов через реки Вилюй и Алдан. До 2030 года должно быть построено 4 моста через Вилюй в 3 районах республики. Также идут работы властей с Росавтодором по обоснованию инвестиций для Алданского моста. 70% населения Якутии прошли перепись. Жители активно участвуют во всероссийском мероприятии, а Мегино-Кангаласский район все еще сохраняет лидерство по числу переписавшихся. Статистики ведут учет не только российских, но и иностранных граждан, постоянно проживающих в республике. Так, в Якутске организовали выездную перепись для мигрантов. Мадина Халикова подробнее. Перепись населения набирает обороты, и пройти ее можно не только в стационарных пунктах, либо же на госуслугах, и переписчик придет к вам домой. Но и также Саха-Якутия-Стат организовала выездную перепись для граждан, которые не имеют гражданства нашей страны, но все-таки проживают здесь. У соборной мечети Якутска выставили автобусы. Сегодня они работают как подвижные пункты переписи. В пятницу после полудня в храме всегда много людей, поэтому и выбор места очевиден. До окончания всероссийского мероприятия осталось меньше 10 дней, поэтому оставить без внимания всех без исключения жителей Якутии нельзя, даже если они не граждане России. По иностранным гражданам, те, которые не имеют гражданства, у нас есть отдельные листы, называются лист В, и по ним, значит, по временным проживающим мы переписываем все их состав семьи. Вопросы стандартные, те же самые, но в более упрощенном виде. Там порядка 7-8 вопросов задается. А все меры, которые принимаются по итогам переписи, они, конечно же, будут касаться вообще всего населения, которое проживает на территории республики. Это и обеспечение детскими садами, и наши дороги, и наличие поликлиник и так далее. Это все зависит от общего количества населения. В планах статистиков переписать сегодня как минимум 500 человек. В подвижных пунктах работают 35 переписчиков, по 5 в каждом автобусе. При себе маски, перчатки и антисептики. Вопросы стандартные, а вся процедура занимает не более 15 минут. После выдают справку, подтверждающую прохождение всероссийского учета. Гражданский долг каждого человека. То есть каждый человек должен пройти обязательно эту перепись. Почему? Потому что она у нас, скажем, не так часто проходит. И это своего рода обязанность каждого человека. И посетители, так скажем, люди, которые посещают мечеть, непосредственно тоже должны принимать участие в таких подобного рода мероприятиях. И мы только приветствуем это и призываем людей к этому. На сегодняшний день в Якутии перепись населения прошли 70% жителей. 17 из них через портал госуслуг. Поучаствовать во всероссийском мероприятии можно до 14 ноября включительно. Мадина Халикова, Семен Афанасьев, Якутск. К другим темам. Работники музея и центра Хомуса в очередной раз организовали хомусный диктант. В этом году его посвятили хомусистам-виртуозам мира. Это связано с тем, что в конце ноября должен состояться 3-й международный конкурс исполнителей на хомусе. Акция стартовала на сайте музея и продлится по 7 ноября. В Якутском музее имени Ярославского открылась выставка, посвященная 130-летию первой экспозиции музея. За более чем вековую историю фонды передали различные предметы – от чучел, коллекции минералов и предметов ботаники до большой коллекции фарфоровой посуды. Небольшую часть из этой коллекции можно увидеть на выставке. В основном это экспонаты, которые впервые выставляют на суд якутских зрителей. Среди них и якутские чороны из Южноафриканской республики, якутянки Натальи Нкоси. Керамические чороны, сделанные ее руками, необыкновенные по исполнению. В них чувствуется любовь мастерицы к своей родине. 3 чорона Наталья отправила в дар музею из далекой Африки, где совсем недавно начала свой семейный бизнес, открыв на родине мужа керамическую мастерскую.
чароны, традиционные якутские чароны, в новой форме. Поэтому я и называю их синтезом двух культур. Это две культуры. Это жаркая Африка, прародина человечества, и холодный север. Его совершенная форма чарона, абсолютно. И цвета всех всей радуги, всех оттенков. Я с ней связалась через Инстаграм, написала ей в директ, она ответила. Я попросила у нее дар нашему музею что-нибудь из этих чаронов. Они удивительные по своему исполнению, по красоте и необыкновенны. Я сразу влюбилась в эти керамические чароны, потому что они совершенно необыкновенны. И Наталья очень любезно согласилась с нам и даже за свой счет нашла какие-то пути, чтобы нам отправить эти чароны. Они ведь очень хрупкие, мы очень боялись, что они к нам могут не доехать в целости. В Ленск доставили фламинго. Напомню, птицу нашли на 73-м километре Чаиндинского месторождения. Привезли находку сами спасатели. По внешним признакам ветеринары сделали заключение. Фламинго истощен, температура тела ниже положенной. Наши коллеги расскажут о дальнейшей судьбе экзотического гостя. В районе Чаиндинского месторождения работники вахтового поселка нашли розового фламинго. Пернатая оказалась детенышем. Сегодня его перевезли в Ленск. Когда птицу нашли, она была истощена. Неравнодушные люди отогрели и приютили фламинго в офисе местной столовой. Назвали экзотического гостя Гришей. Гриша – 3-летний птенец. Скорее всего, отбился от стаи. Питался чем придется, потому и окрас перьев у птицы светлый. Розовое окрашивание у них появляется при получении обычного для них корма. Это красно окрашенные морепродукты или морские водоросли. У птицы мы взяли анализ, биологический материал для исследования на грипп птицы, который мы отправим в Якутскую республиканскую ветеринарную лабораторию. Сколько южный гость будет находиться в Ленске, еще неизвестно. Фламинго занесен в Красную книгу. Его судьбу будет решать Росприроднадзор. Якутские экологи отправили запрос в Москву. Возможно, заберут в какой-то зоопарк, может в Москву, может в Красноярск, не знаю пока. А возможно, нам дадут разрешение на то, чтобы мы их содержали в нашем зоопарке республиканском. К этому часу это вся информация. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь с нами.